Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами внеочередной выпуск подкастов, и сегодня мы будем говорить на весьма неожиданную тему. Мы будем говорить о деле, которое было заведено против меня. Меня обвинили в пропаганде превосходства русских над осетинами и в разжигании розни по отношению к коммунистам. Естественно, по такому поводу я пригласил своего адвоката Агубей Галуев, и он нам сегодня пояснит какие-то моменты, которые связаны с этим странным делом. Это действительно странное дело, потому что то, что там происходит, это какие-то уникальные нарушения, какие-то уникальные обвинения. Агубей, здравствуй. Расскажи, в чем меня обвиняют? Добрый день. Я поясню зрителям: в отношении Батраза, прокурора Миристонского района города Владикавказ, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 23.1 КоАП РФ, то есть дело об административном правонарушении. Данный состав предусматривает административную ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а равно за унижение человеческого достоинства. Вот как следует из постановления этого возбуждения дела об административном правонарушении, то Батразу вменяется возбуждение ненависти к социальным группам коммунисты Осетии, а также к социальной группе государства. И, кроме того, пропаганда превосходства русских над осетинами. Статья 23.1 КоАП РФ, она предусматривает в качестве наказания денежный штраф, обязательные работы, и как наиболее суровое наказание предусмотрен административный арест. Это бывшая 282 статья Уголовного кодекса фактически, которая несколько лет назад была декриминализирована, и в настоящее время первый такой факт, он предусматривает ответственность по этой статье, и затем в течение года с момента привлечения к административной ответственности, в случае, если допускается аналогичное нарушение, то уже есть риск привлечения к уголовной ответственности по статье 282 УК РФ. Давай я суммирую. То есть я сейчас, если меня обвиняют и признают виновным, мне могут дать там 2 недели, чего там, обязательные работы, или обязательные работы, или штраф. Работы, штраф, да. А если я еще в течение года совершаю какой-то такой же косяк по отношению к социальным разным группам, то мне могут уже дать по полной, да, там 5 или 6 лет. Да, действительно, такой риск имеется, там это тяжкое преступление, и риск такой есть, конечно. И на какой вот стадии вечером 26 мая наше дело? 24 мая нас вызвали в прокуратуру Иристонского района, где получили объяснение и ознакомили нас с постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении. И надо сказать, что это уже не первое постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, поскольку материал уже направлялся в Ленинский районный суд, однако судом был возвращен на доработку, поскольку прокуратурой района не было установлено место совершения административного правонарушения. То есть прокуратура отправила мое дело в суд. Суд вернул его и сказал: доработайте и узнайте место совершения преступления, правильно? Да, все так, поскольку из объяснений, которые Батраз дал, следовало, что когда он размещал эту публикацию, он находился на территории города Владикавказ, Ирсу-Алания, при этом конкретно непосредственно место за давностью уже не помнил. Прокуратура посчитала, что этого достаточно, направила в суд, а суд не согласился с позицией прокуратуры и сказал, что необходимо достоверно установить место, где было совершено правонарушение, поскольку место совершения относится к событию правонарушения, соответственно, оно подлежит установлению. И прокуратура написала там адрес. Да, они написали адрес, как они посчитали, они устранили нарушения, на которые им указал Ленинский районный суд. Они указали, что Батраз в момент, когда он публикацию данную, которая предметом рассмотрения их является, разместил, он находился, по их версии, на территории Ирсу-Алания, город Владикавказ, улица Мордовцева, дом 6. Если кому-то неизвестно, это адрес
Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по РСУ-Алании. Давай еще раз, вот просто проговорим этот момент. Ленинский суд возвращает материалы и говорит: доработайте прокуратуре, установите, где он находился в момент совершения этого правонарушения. Они устанавливают и говорят, что он находился в управлении ФСБ России. Я физически находился. Действительно. И возвращают это в суд. Да, и при этом они указывают конкретное время, когда Батраз находился в ФСБ с точностью до минуты. То есть, по их мнению, они это достоверно установили и намерены, вероятно, эту позицию отстаивать в суде. Так, ты когда-нибудь сталкивался с таким? Ну, откровенно говоря, нет. Так, понятно. Хорошо, тогда давай поговорим, собственно, на чем основывается все это дело. Я так понимаю, основа для всего этого движения, да, это исследование психолого-лингвистическое, проведенное 2 супругами, и которые, соответственно, один из них возглавляет, а другая работает на него. Это коммерческая организация. И эта коммерческая организация сделала это исследование. Правильно я понимаю? Да, все действительно так. То есть по делам этой категории основным доказательством, как правило, является заключение психолого-лингвистической экспертизы. Но здесь есть некоторые юридические нюансы, которые, я думаю, нужно разъяснить зрителям. То есть экспертиза — это особый вид исследования, для назначения которого Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрен определенный порядок. Прежде всего, экспертиза назначается на основании определения должностного лица, в производстве которого находится дело об административном правонарушении. В этом определении указываются вопросы, которые подлежат разрешению экспертами. В определении указывается, что в какое экспертное учреждение направляется данная экспертиза. И, что немаловажно, сторона защиты, а в данном случае лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, оно также в обязательном порядке должно быть ознакомлено с этим определением, поскольку это лицо имеет ряд прав в этот момент. То есть он может ходатайствовать о постановке перед экспертами определенных вопросов, тех или иных. Он может заявить отвод эксперту. Он может ходатайствовать о производстве экспертизы в конкретном экспертном учреждении. Вот в данном случае ни одно из требований Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а если быть конкретной, статьи 26.4 КоАП РФ, оно выполнено не было. Это исследование проведено фактически на основании обращения заместителя руководителя УФСБ. Оно проведено не в государственном судебно-экспертном учреждении, а в ООО, то есть в коммерческой организации. Ну, я думаю, ни для кого не секрет, что для коммерческой организации основной уставной целью всегда является извлечение прибыли. Я думаю, это очевидно. Давай я попробую перевести все то, что ты сказал, с юридического на такой язык обывателя. Как я тебя понял, поправь меня, если я буду неправ. Значит, у нас есть ФСБ в лице заместителя Контеева, да? Да. Заместителя начальника управления. Он заказывает у коммерческой фирмы, да, структуры, Ну да. заказывает исследование моего поста. И, соответственно, я так понимаю, ФСБ оплачивает. Правильно? Ну, вероятно, так. Нам об этом достоверно неизвестно. Мы ходатайство ведь заявили о том, чтобы соответствующие платежные документы были истребованы как из этой организации, так и из УФСБ. Но поскольку в его удовлетворении отказано, мы не можем знать, в каких отношениях эта организация находится с УФСБ. Вот, ну хорошо, да, понятно. Ну вот я понимаю, что ты этого знать не можешь, но вот так, как ты предполагаешь, почему они не обратились к государственным лингвистам? Ну, здесь мы входим в плоскость предположений. Ну, возможно, говорю, исходя из моего опыта работы, срок производства именно экспертиз в ведомственных экспертных учреждениях, вот данного рода экспертиз лингвистики, он достаточно большой. То есть, возможно, это связано с этим. Но здесь я ничего достоверно утверждать не могу. То есть, вероятно, дело в том, чтобы дело просто пошло побыстрее, поэтому обратились как бы к частнику.
Хорошо. А насколько интересно это вообще распространено, вот, чтобы ФСБ обращалась к частнику? Ну, я не могу... Потому что я знаю, что люди обращаются к частникам часто, и в суд вроде как бы не считает это хорошим доказательством. Ну, здесь вопрос основной заключается даже не в том, кто проводил это исследование, а вопрос в том, что это исследование в принципе не имеет статуса судебной экспертизы по причинам, которые я уже называл. То есть нарушен сам порядок назначения этого исследования и так далее. Но письмами экспертизы не назначаются. Экспертиза назначается, как я уже говорил, на основании определения должностного лица, с которым знакомят защиту и дают возможность человеку реализовать его процессуальные права в полном объеме. А нас фактически ставят перед фактом, что вот проведено исследование в такой-то организации, и прокуратура района ошибочно, на наш взгляд, называет это исследование экспертизой. Хотя экспертиза это не является, это заключение специалиста. А что указано в самом исследовании? Это экспертиза или исследование? Ну, исследование именуется, насколько, если мне не изменяет память, комплексное психолого-лингвистическое исследование номер 2. Не экспертиза. Ну, слово экспертиза в его названии не упоминается. Ну, на мой взгляд, еще внимание заслуживает и сама эта организация ООО «Луч». То есть в общедоступных, в открытых источниках, значит, вот, единый государственный реестр юридических лиц, он ведется Федеральной налоговой службой, каждый имеет доступ к этому реестру, может ознакомиться. И вот стало нам интересно, то есть, что это за организация, чем она занимается. И вот, ознакомившись с выпиской из ЕГРЮ в отношении этой организации, вот мы с удивлением узнали, что она занимается достаточно широким спектром экономической деятельности. Это деятельность информационных агентств, деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг, деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества, деятельность в области учета, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и сертификация, технические испытания, исследования, анализы, сертификация, деятельность рекламных агентств, представление в средствах массовой информации, деятельность профессиональная, научная, техническая и прочее, деятельность по подбору персонала, прочее, деятельность по организации конференций и выставок. Ладно, все, короче. Да, я думаю, этого мы достаточно, поняли, чтобы понять, что круг деятельности, у них спектр деятельности широкий. То есть они занимаются всем подряд, и вот у них есть такая шабашка, и экспертизы, типа экспертизы делают, которые на самом деле исследования. Хорошо, наши действия. Мы получили, значит, пришли в МВД, нам официально вручили, вот на вас есть материал, ознакомьтесь, мы ознакомились. Я лично смотрю, и мне кажется, что это полный бред. Наши действия в дальнейшем. Что мы сделали потом? Мы обратились к независимому специалисту, то есть это специалист высокой квалификации, фамилия специалиста Новожилова Елена Владимировна, в городе Москве она осуществляет свою деятельность, является аккредитованным экспертом Роскомнадзора, и мы, реализуя наши полномочия, то есть права защиты на привлечение специалиста, то есть законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре предусмотрено право адвоката по привлечению специалиста. Обратились к специалисту, на разрешение которого мы поставили фактически те же вопросы, которые были поставлены перед специалистами ООО «Луч». То есть те же вопросы, и специалист Новожилова, она пришла к выводам, опровергающим выводы, которые были в заключении ООО «Луч». Вы можете загуглить сами Елена Новожилова, это я сам, естественно, гуглил. Это очень крутой специалист, каждый из вас может проверить, кто она и чем занимается, какое образование имеет, какой опыт и так далее. В общем, у нас получается такая почти патовая ситуация. У нас есть обвинение, у которой есть исследование. У нас есть защита, у которых есть тоже исследование. И суду как бы придется выбирать из них двух, правильно? Ну, фактически так, поскольку здесь основным доказательством выступают именно заключения, то есть исследования. Ну,
чтобы было понятно, и заключение, которое было подготовлено стороной обвинения, так будем его называть, и заключение, которое было подготовлено нами, защитой, они имеют абсолютно идентичный процессуальный статус. То есть и то заключение специалиста, и это заключение специалиста. Как бы прокуратура не утверждала, что их исследование оно наделено статусом экспертизы и так далее, но процессуально это не так. То есть и то, и другое это заключение специалиста, и здесь предстоит суду разобраться, какой из них заслуживает доверия, либо суд может поступить и иначе, он может назначить экспертизу по ходатайству стороны, либо по своей инициативе. Ну, для тех, кто не читал, собственно, сторону защиты, да, на наше исследование, то там Новожилова просто говорит о том, что все это, ну, я пересказываю своими словами, все это, в принципе, притянуто за уши, там нету никакого разжигания, там нету никакого пропаганды превосходства русских над осетинами, и государство вообще не является социальной группой, точно так же и коммунисты не являются социальной группой. Я так понимаю, здесь основная проблема будет в том, что мы признаем КПРФ социальной группой или не признаем. Наверное, основной спор будет вокруг этого, это я так предполагаю. Но там еще был какой-то непонятный момент с тем, что наше исследование что-то там то ли затерялось, то ли еще что-то. Ну, нам на стадии, когда дело находилось в прокуратуре района, было отказано в приобщении копий этого исследования, которое мы представили, по, ну, как я считаю, надуманным основаниям. То есть в отказе, в удовлетворении нашего ходатайства указано, что копия не заверена самим специалистом. То есть, если сомнения имелись, мы могли представить оригинал для сверки. То есть, копия, которую мы представили, она была заверена мной, моей подписью было указано, что копия верна и так далее. Ну, вот такое решение было принято. Правильно ли я понимаю, что сейчас в моем деле есть только одно исследование, и это не наше исследование? Да, это действительно так. Ну, фактически прокуратура района, она административное расследование не проводила. Она быстро вынесла постановление и также быстро, молниеносно, можно сказать, направила постановление и материалы дела в суд. Вот на такой стадии находится сейчас дело, сейчас оно в суде. То есть... И мы сейчас в ожидании того, когда меня вызовут. Правильно я понимаю? Ну да, законом суду предоставлен срок для изучения материалов. Суд может принять к производству их, назначить дело к слушанию, вызвать нас, либо может посчитать, что вновь какие-то недостатки и вернуть дело на доработку. И это может продолжаться очень долго? Ну, законом не ограничено здесь полномочия суда по возврату. Долго в пределах сроков давности привлечения к административной ответственности, который по данной статье составляет 1 год. То есть в течение года суд и прокуратура могут друг другу это дело отфутболивать, правильно? Ну, запрета на это в законодательстве нет. Как бы будет это так или иначе, мы предугадывать не беремся, но запрета нет. Послушай, Агубе, а насколько это вообще нормально, что исследования проводят супруги? Это, ну, как согласуется? Там уже, по идее, если у них там есть директор, а другой подчиненный, это вообще нормально? Ну, это интересная ситуация. На мой взгляд, это конфликт интересов, поскольку один из специалистов, будем их все-таки называть специалистами, а не экспертами, поскольку это не экспертиза, один из специалистов является одновременно и генеральным директором этого юридического лица. И фактически выводы одного из специалистов, они, как мне кажется, они находятся в некоторой зависимости от выводов его супруги, фактически, поскольку она является руководителем юрлица и одновременно его супругой. Ну, я думаю, сложно себе представить такую ситуацию в государственном судебно-экспертном учреждении, например, где-нибудь в ВКЦ, чтобы руководитель этого экспертного учреждения имел в подчинении свою супругу или наоборот. Я думаю, это
на уровне государственных судебно-экспертных учреждений даже представить такое невозможно, поскольку это прямой конфликт интересов. Спасибо тебе, Губе. Мы будем следить за этим делом в том смысле, что я за ним буду следить по-любому, но мы будем вам рассказывать о нем, потому что это действительно там казус на казусе. Спасибо всем. Удачи. Всего доброго.